Мне нужно поделиться с вами чем-то очень важным, чем-то, что станет реальностью и определенно заставит вас глубоко задуматься о том, как вы жили до сих пор. Это откровение от Бога, зарезервированное для вас, которое нельзя игнорировать. Я прошу вас обратить особое внимание, потому что то, что произойдет сегодня вечером, необычно, чего вы никогда не видели ни в каком другом месте. Прежде чем продолжить, мы должны пойти на компромисс. Когда это откровение произойдет в вашей жизни, важно, чтобы вы ни с кем не делились им, храните тайну в безопасности. Кроме того, когда вы чувствуете, что что-то направлено на вас, просто скажите: «Я принимаю, Отец». Теперь давайте посмотрим, что наш Небесный Отец хочет сказать вам сегодня. Мой дорогой сын, моя дорогая дочь, знай, что я переверну ради тебя небеса. Беспрецедентные благословения уже на вашем пути. Знайте, что ветер благодати дует на вашем пути. Приготовьте свои сердца к принятию того, что я приготовил для вас, как написано в Исаии 64:4. От века никто не слышало ухо и не видел глаз, кроме меня, Бога ожидающего. Использует. Для этого почувствуй мое присутствие вокруг себя, окружи своей любовью и заботой. Я знаю каждую деталь твоей жизни, каждую борьбу, каждую мечту, каждое желание твоего сердца, и именно поэтому я сейчас действую для тебя. Не бойся, ведь я всегда с тобой. Доверьтесь моей верности, потому что я никогда не нарушаю своих обещаний. Доверьтесь моей любви к вам и моей способности изменить вашу ситуацию. Прими мои благословения в свою жизнь. Если вы кликнули на это видео, знайте, что это было не случайно. В книге Умры написано, что вы хотите прийти сюда сегодня, поэтому не упустите эту возможность. Есть злые силы, которые хотят вашего уничтожения, но будьте осторожны и бдительны. Не бойтесь, ибо я сильнее любой злой силы, стоящей перед вами. Послушай внимательно, мой дорогой сын, эти слова, которые я предлагаю тебе сейчас. Даже в самые трудные минуты не забывай, что я с тобой. Не позволяйте отчаянию овладеть вашим сердцем, поскольку я работаю за кулисами, чтобы положить конец этому трудному времени. Я верный Бог, который никогда не оставит тебя. У меня есть для вас план мира и процветания, не бойтесь, утро уже близко. Поверьте моему обещанию, что ваши трудные времена закончатся. Я поддержу тебя, придам сил и приведу к победе над всеми трудностями. Поверь мне, сын мой, и ты увидишь мою сильную руку в своей жизни. Если вы верите в это, скажите: «Мой Господь дает мне силу и направляет меня». Я считаю точка. Откройте для себя секрет богатства с нашей цифровой лояльностью. Это преобразовательный инструмент, который уже изменил финансовую жизнь более 3000 человек. Если вы читаете это, значит, сейчас самое время действовать. Присоединяйтесь к этому растущему сообществу благословенных душ. Он несет в себе очень важное послание о немедленных благословениях в вашей финансовой жизни. Брат, сестра, пришло время открыть свое сердце и разум, чтобы принять то, что Бог приготовил для вас. Пришло время освободиться от долговых уз и ощутить свободу, которую дал нам Бог. Дорогой сын, тебя ждет истинное послание. Я здесь, чтобы успокоить вашу душу и дать мир вашему существу.
Откройте свое сердце и позвольте мне поделиться словами надежды и вдохновения. Принесите свой восприимчивый дух, чтобы привнести в свою жизнь послание о переменах и великих мечтах. Знай, что твои тяжелые дни закончатся. Могу с уверенностью заверить вас, что лучшие времена уже не за горами. Мы находимся в разгаре духовной войны, где свет встречается с тенями, но не бойтесь, потому что я послал ангелов охранять вас на каждом этапе пути. Я призываю вас быть смелыми и настойчивыми, продолжать свой путь. Даже когда вы отдыхаете ночью, знайте, что битва продолжается. Уделите немного времени молитве, потому что для меня это драгоценная связь. Каждое слово молитвы укрепит вас и откроет мое обещание для вашей жизни. Будьте стойкими в своей вере даже в неверии других, потому что это освободит вас от неуверенности и манипуляций врагов. Уверенно повторяйте: «Господь мой пастырь, я не буду вмешиваться». Ваше будущее полно благословений. Но ваша задача – оставаться твердыми в своей вере и углубляться в мое учение. Я здесь, чтобы направлять и благословлять вас, чтобы вы могли жить в мире и удовлетворении. Прими мою любовь и свободу и позволь мне быть в твоей жизни навсегда. В Боге я нахожу утешение и внутренний покой. Дай мне достичь высшей чести, освети себя твоей любовью и дай мне 50. Сегодня в вашей жизни начнется новая глава. Другие заметят глубину моей любви к тебе, которая откроется миру. Люди вокруг вас заметят новое сияние на своих лицах. Они празднуют ваше счастье. Доверьтесь моему слову, ибо я ваш всемогущий, ваш Бог и ваш Спаситель. Сегодня я делюсь этой новостью с вами через свою душу. Святой, поговори прямо со своей душой. Откройтесь и выразите благодарность. Молитесь с верой. С радостью ожидайте чудесных чудес, которые вы увидите. Спросите себя, кто тебя любит? Ответ ясен, и я знаю твою любовь. Прежде чем продолжить свой путь, обратите на мгновение свое внимание. Моя любовь к тебе безмерна, и я рад видеть твое хорошее поведение, твою преданность своей семье и ценность нашей связи. Я доверяю тебе и верю, что ты будешь мудро использовать таланты, которые я дал тебе. Вы не из тех, кто принимает или сопротивляется негативу, когда он сияет на вашем пути. Многие люди блуждают в этом мире в поисках счастья и успеха вдали от моей любви, не осознавая острой необходимости найти себя и идти по правильному пути. Но ты другой. Моя проповедь найдет отклик в вашем сердце. Окажи мне уважение, которого я заслуживаю, поэтому знай, что стражи небесные всегда будут охранять твой дом. Сосредоточьтесь на том, что действительно важно для единства и любви вашей семьи. Фонды, не добившиеся успеха в карьере и во всей своей деятельности до конца, делаются искренне и честно. Избегайте использования деструктивных слов, поскольку они ранят душу и жестоки. Вы полны прощения, и мой дух укрепляет вас каждый день. Поскольку ночь следует за утром, ваши эмоции естественным образом займут свое место, и ваши дни наполнятся мужеством, миром, предвкушением, радостью и умиротворением. Это не просто чудо, те, кто искренне ищет меня, получают это благословение от моего владычества. Я не могу спрятаться или убежать.
Некоторые говорят, что ищут меня, но ничего не видят. Их зрение затуманивается, но когда пелена снимается с их глаз, они понимают, что я всегда здесь. Почувствуй мою радость в тебе сейчас. Твое присутствие делает меня счастливым. Ты делаешь мое сердце счастливым. У меня нет на тебя зла. Не зацикливайтесь на своих недостатках и слабостях. Если ваши соперники восстанут, знайте, что их зависть поглотит их. Вы остаетесь сильным и могущественным, и у вас есть много благословений и возможностей помогать и служить своей семье и другим людям. Подожди и не оставляй это мне. Объявите об этом вслух. Примите мои благословения. Сегодня я расскажу о сердце моего учителя. Не уходи, не будь меньше. Не волнуйтесь. Не сомневайтесь и не бойтесь. Я твой защитник, твой щит, твоя сила, твой друг, твой отец, твой Бог. Я еще раз повторяю, что я ваш Господь. Вы получите благословения, предназначенные только для храбрых, которые поднимутся. Сегодня твой день независимости. После длительного периода страданий твои силы могут оказаться на исходе, но, как всегда среди испытаний, ты доказал свою состоятельность. Ты мой сын, и из чрева твоей матери я повелел тебе родиться и жить, принося процветание и благословение. Даже когда его враги пытались заманить его своей жестокой ложью, чтобы разрушить его жизнь, в его сердце всегда горел неугасимый огонь. И когда ты, кажется, достиг глубины отчаяния, ты услышал мой голос, зовущий тебя. Я нашел его и сохранил с большой прибылью. Ты видел мою славу, мои чудеса и мои чудеса, которые я хотел сотворить в тебе. Даже сейчас, посреди этих испытаний, стойте твердо и покажите своим врагам, что мое величие заключается в вашем смирении и простоте. Сражайтесь в молитве. Почувствуй мою силу. Я дам по моей воле чудесные вещи, о которых ты просишь. Я отвечу тебе, я дам тебе то, что ты хочешь. Напишите в комментариях: Бог – мой проводник в любой ситуации. Я должен подготовить и укрепить вас к великим событиям, которые произойдут в ближайшие дни. Сосредоточьтесь на поиске и прослушивании. Скоро я раскрою твою судьбу и изменю твою жизнь. Подожди меня, потому что я так тебя люблю. Ваша личность интересна. Я ценю его суть. Мне нравится связь, которую мы разделяем, когда разговариваем. Когда ты закроешь глаза, я позволю твоему сердцу танцевать в ритме радости, небесной радости, которую я принесу в твою душу, убирая весь дискомфорт, боль и переживания. Когда ты услышишь мой голос, я хочу, чтобы ты почувствовал огромную любовь. Вам не придется нести бремя экзаменов в одиночку. Моя любовь к тебе так же реальна и осязаема, как ваш вдох. Это мощная сила, которая окружает вас и наполняет жизнью и энергией. Цените это, выражая благодарность каждый день. Когда вы проснетесь и осознаете мою заботу и руководство в вашей жизни, даже когда другие насмехаются над вашей верой в невидимого Бога, вы будете знать, что я присутствую, что я забочусь о вас и что я забочусь о ваших нуждах. Когда вы столкнетесь с проблемой, доверьтесь моему руководству. Всегда помните, что со мной возможно все. Провозгласи это в своем сердце, ибо для меня нет ничего невозможного. Погрузитесь в эту веру,
потому что мои обещания истинны и призваны изменить вашу жизнь. Святой Дух живет внутри вас и дает вам божественную силу. Ищите мое слово ежедневно. Слушайте внимательно и знайте, что у вас есть доступ к сверхъестественному миру, где ваш Небесный Отец любит, защищает и направляет вас. Я всегда буду рядом с тобой и сдержу свое обещание. Комментируйте внимательно. Я верю в совершенный Божий план для моей жизни. Осознайте, что между нами существует особая связь, духовная связь. Хотя у вас есть доступ в Царство чудес, вы остаетесь на связи с земной реальностью. В вашей жизни возникнут неизбежные трудности, возникнут конфликты и появятся соперники, которые будут причинять вам вред. Это часть путешествия. Но знайте, что ничто не сможет вас сломить. Доверьтесь моей поддержке, моей помощи и знайте, что мои слова глубоко в вашем сердце. Вы определяете победителя. Ваша вера – ваш партнер. С решимостью встречайте трудности. Я очень тебя люблю, и я здесь, чтобы поддержать тебя. Поверьте, для Бога нет ничего невозможного. Сохраняйте спокойствие, не стыдитесь. Все будет хорошо, моя дорогая. Никогда не чувствуй себя одиноким или беспомощным, потому что я рядом с тобой как защитник. Те, кто против вас, действительно игнорируют меня, и это их пугает. Ваша безопасность под моим контролем. Даже в моменты сопротивления. Всегда молись. Даже когда твои враги замышляют против тебя, найди во мне покой. Ваша вера сильна. Позвольте этому руководить вашими решениями. Если вы не уверены в будущем, свяжитесь со мной. Помните, что я хранитель вашей судьбы. Не позволяйте чувству страха и предательства завладеть вами. Хвалю тебя за меня даже в самых трудных ситуациях. Помните, что вы ценны. Примите себя, потому что вы любимы и искуплены. Прошлые ошибки исправлены. Поверьте мне на слово. Стойте твердо в вере. Благословение уже в пути. Ты заслуживаешь это. Ваши ценности и смелость непоколебимы. Только моя любовь может тронуть твое сердце и вызвать слезы на твоих глазах. Ваша психическая чувствительность поможет вам справиться с врагами. Вы не уклоняетесь от страха. Впереди великие перемены, и моя любовь к тебе вечна. Найдите обновление и руководство во мне. Ваша вера производит божественные благословения. Это время исцелиться и отпустить прошлые конфликты. Откройтесь для компромисса. Примите этот божественный дар и позвольте ему сформировать вас. Учитесь у меня и будьте светом для других. Ваша трансформация вдохновит окружающих. Комментарий: я нахожу утешение в Боге в трудные времена. Прими инструмент в мою руку. Если кто-то высмеивает вас или пытается вас обидеть, не волнуйтесь, не стесняйтесь. Будьте добры к ним, а остальное оставьте мне. Избегайте жалоб, питайтесь моими мудрыми учениями, поверьте мне на слово и ждите в своем сердце. Люби и уважай себя, как я люблю тебя. Относитесь к своей семье и ко всем с тем же терпением, которое я проявил. Сделайте это сейчас, и вскоре вы станете свидетелем чудес, о которых мечтаете. Даже самые трудные вещи меняются,
те, кто сбился с пути, найдут дорогу домой. И когда они это сделают, я хочу, чтобы они смотрели на вас как на пример. Не бойтесь приближаться к ним, позвольте им почувствовать вашу любовь. Если они придут к вам, не упрекайте и не осуждайте, но кротко молитесь за них, как за блудных детей. Они смягчаются и возвращаются, вы приветствуете их, обнимая, они бегут к вам и говорят: «Дорогой, мальчик». Я приглашаю вас на миссию бесконечного милосердия и любви. Обнимите тех, кто потерян и утомлен, как я обнял вас, нуждающихся в помощи. Покройте их любовью и без осуждения удалите пятно с дороги. Любите их искренне, всем сердцем прощайте их грехи, даже если их выбор вам странен. Помните, я не назначал вас судьей или палачом. Моя заповедь вам проста, но глубока. Любите вас безусловно, безоговорочно, как я любил вас, несмотря на ваши недостатки. Я уже простил его, потому что моя натура бесконечно терпелива и всепрощающая. Я всегда предлагаю вам новое начало и буду продолжать это делать, потому что я есть любовь и милосердие. Я понимаю, что ваши ошибки причинили боль вам и другим, но благодаря им вы обрели мудрость. Знай, что ты жив и любим моей благодатью и милостью. Я никогда не осуждал его за ошибки. Поэтому я приглашаю вас к тому же образцу благодати, который ободряет, исцеляет, любит и прощает, отражая мое сердце. Приходите каждое утро и позвольте мне наполнить вас миром и мудростью. Чтобы заслужить любовь и уважение членов семьи, вы направляете их на святой путь. Однажды все узнают меня через тебя, потому что ты передал мое послание с любовью. Приготовьтесь войти в мир радости и благословений, видя, как вся ваша семья принимает меня как своего божественного защитника. Наполни мое сердце гордостью и радостью, ибо моя любовь к тебе безгранична. Обещаю окружить вас благополучием, миром и радостью. Всякий раз, когда вы присоединяетесь ко мне, мы заключаем божественный завет. Мой голос будет вести вас, и вы почувствуете мои утешающие объятия, где бы вы ни находились. Я так тебя люблю, скажи мне, что ты тоже меня любишь. Позволь мне крепко тебя обнять, положить голову тебе на грудь и послушать свой голос. Позвольте мне сказать вам то, что ваша душа хочет услышать. Примите мои слова и позвольте исцелению течь. Доверьтесь мне, чтобы защитить вас и удовлетворить все ваши потребности. Я ваш защитник и сторонник. Испытайте глубокий мир, который успокаивает вашу душу и наполняет ваше сердце покоем. Не позволяйте тому, что говорят другие люди, влиять на вас. Они не видят и не ценят вас так, как я. Благодарите Бога за Его благословения, которые обновляются каждое утро. Впереди вас ждет славный горизонт возможностей и путешествие, полное подарков. Я даю вам дар мудрости и смелости, чтобы вы могли сделать смелый выбор и двигаться к своей будущей победе. Ни один противник не сможет устоять на вашем пути, никакое непреодолимое испытание не сможет победить вас. Твои грехи прощены, никто не сможет заключить тебя в тюрьму, никакое заклинание не сможет тобой управлять. Будьте сильными и смелыми, без страха, депрессии и отчаяния. Победите, встаньте и яростно сразитесь со своим противником. Ты живешь под моей защитой, и тень моей любви защищает тебя от зла. Я дал тебе силу, чтобы твоя вера не подвела.
Я утолю твою жажду потоками живой воды, и из твоего сердца потекут источники благословения. Мой дорогой сын, когда ты проснешься в новый день, почувствуй мои любящие руки вокруг себя. Я всегда рядом, целенаправленно преодолеваю препятствия и прокладываю путь через, казалось бы, непреодолимые испытания. Потому что я безмерно тебя люблю, ты дорог мне и дорог моей семье. Даже если мир может измениться, мое вечное обещание вам будет длиться вечно. Каждый день приносит свое путешествие, моменты света и тени, но помните, что я преодолел все трудности, чтобы вы тоже могли зажечься и испытать настоящую радость. Радость, которую вы найдете не в мирских сокровищах, а в божественном мире и счастье, которые исходят от нашей связи. Входя каждый день, зажигайте свое сердце, зная, что мои планы для вас полны надежды и цели. Когда вы ищете моего руководства, знайте, что я здесь, внимательно слушаю и готов поддержать вас в моменты замешательства. Когда все кажется временным, а решения кажутся далекими, остановитесь и поговорите со мной. В эти тихие времена знай, что я с тобой и предлагаю свою бесконечную любовь и поддержку. Когда я направляю вас, разговариваю с вами и поддерживаю нашу вечную связь бесконечной и стойкой любовью, мое сердце переполняется состраданием к вам. Регулируйте свои эмоции, чтобы им было комфортно и безопасно, разберитесь в себе. Если ты моя любовь, у тебя нет причин отчаиваться. Я надеюсь, что ты чувствуешь мою любовь днем и ночью, в минуты радости и беспокойства, потому что моя любовь к тебе превосходит эти мимолетные эмоции, которые борются внутри тебя и бросают вызов твоей вере. Сын мой, даже если тени вызывают сомнения и беспокойство и угрожают нарушить твой покой, помни, что мои обещания непоколебимы и вечны. Я знаю, что на вас лежит тяжелое бремя, и волнение вполне естественно, но посреди этих испытаний я прошу вас не отчаиваться. Враг может соблазнить вас усомниться, отказаться от веры и погрязнуть в печали, но помните, что у вас есть право выбирать, какой голос выбрать. Поверьте мне, и я обещаю вам жизнь, полную вечной радости и глубокого мира. Непобедимая крепость и безграничное счастье. Если вы прислушаетесь к голосу сомнения, вы потеряете себя в хаосе, отчаянии и заботе об израненной душе. Я говорю с тобой сейчас, потому что доверяю тебе и знаю, что ты доверяешь мне. Ожидайте моей бесконечной любви в словах, которыми я делюсь с вами сегодня. Моя любовь к тебе бесконечна, и я никогда тебя не оставлю. Помни, я всегда здесь. Готовая выслушать, утешить и поддержать, ты никогда не будешь для меня обузой. Каждое мгновение с тобой драгоценно. Когда ты говоришь со мной, я чту тебя и в ответ наполняю тебя своим присутствием, укрепляю твой дух, восстанавливаю твой разум и исцеляю твое сердце. Я с нетерпением жду возможности провести время вместе завтра и готова осыпать тебя своей любовью и заключить в теплые объятия. Когда вы сталкиваетесь с миром, чем сильнее ваши испытания, тем значительнее ваши победы. Все ваши страдания не напрасны. Поэтому я посылаю эти слова, чтобы ободрить вас в ваших нынешних обстоятельствах, которые скоро закончатся. Говорят, что Бог мой помощник. Ожидание благословений, которых вы так жаждали, закончилось. Я защищал тебя и охранял тебя до сих пор. Он никогда не был одинок в своей борьбе.
Вскоре мое обещание будет выполнено и принесет с собой слова ободрения и силы. Мой дорогой сын, уверяю тебя, что сказанное мною сбудется в твоей жизни. Сегодня не время отчаиваться, ведь вы находитесь на пороге необыкновенной победы. Бремя, поглощающее вашу энергию, исчезнет. Дефицит уменьшится, и мое обещание облегчит все испытания, устранит даже страшное препятствие испытаний и невзгод. Ждите благословенных откровений, которые принесут радость в вашу жизнь. Эта радость принадлежит не только вам. Отношения на расстоянии восстановятся, и вы и ваши близкие порадуетесь этому новому благу. Ваша непоколебимая вера и верность в молитве очень важны. Я предлагаю вам избавиться от мыслей, которые могут вас отвлекать, и отвлечь свое внимание от всего, что бросает вызов моим обещаниям, или от всего, что бросает вызов вашей ценности и цели. Избегайте компаний, которые заставляют вас терять веру в меня или чувствовать себя никчемным. Хотя многие люди могут стремиться к вашей дружбе, их намерения неискренни. Будь осторожен. Мое учение – компас истины. Теперь мой подарок вам – не поддаваться каждому слову, которое вы слышите. Помните о своей великой ценности, и я утверждаю это без колебаний. Моя любовь никогда не покинет тебя. Наоборот, моя любовь к тебе растет с каждым мгновением. Я хочу осыпать тебя бесчисленными благословениями, несмотря на твои проблемы. Сегодня конец вашей борьбе. Твердо стойте в своей вере в единство, и любовь наполнит ваш дом. Еще раз обещаю вернуть вам то, что вы потеряли, чтобы вы знали, что моя благодать и благословение с вами. Я надеюсь, что все увидят перемены в вашей жизни, и даже те, кто сомневается в вашей вере, поймут, какую глубокую любовь испытывает к вам ваш Небесный Отец. Будьте уверены, я всегда внимателен к вашим потребностям и готов выслушать вас, когда это необходимо. Когда решения кажутся далекими, помните, что я здесь, чтобы выслушать. Надеюсь, ты чувствуешь мое присутствие и любовь как в радости, так и в горе. Моя любовь к тебе выходит за рамки постоянных и мимолетных чувств. Боритесь с тревогами и разочарованиями, избегайте негативных мыслей и сомнений в том, что я забочусь о вас. Ежедневно борюсь за правду о моей всепроникающей любви. Даже когда испытания проверяют вашу веру, знайте, что мои обещания остаются твердыми даже перед лицом невзгод. Знайте, что я на вашей стороне против сомнений, которые пытаются подорвать ваш дух. Наконец, ваша вера принесет мне вечную жизнь, совершенный мир, силу и вечное счастье. Даже если слушание шепота врага приведет только к замешательству и отчаянию, поверь мне, что я никогда не оставлю тебя. Принесите свои заботы мне, отдохните под моей заботой, игнорируйте свои сомнения и одиночество и почувствуйте комфорт моей близости. Даже в самые мрачные моменты я здесь, чтобы утешить тебя и дать тебе силы понять, как сильно я тебя люблю. Ничто не может сломить мою глубокую, широкую и искреннюю любовь к тебе. Даже если вы споткнетесь или упадете, держитесь этой истины. Моя любовь к тебе стойка, а она не уходит, не угасает. Примите мою любовь полностью, и пусть ваша вера будет непоколебимой. Вы не проиграете. У тебя есть вера, встань и иди вперед с верой и уверенностью, потому что я никогда не оставлю тебя. Поделитесь со мной своими убеждениями.
Когда я присутствую, я здесь, чтобы слушать вас. Доверься мне так же искренне, как ребенку. Даже когда вы чувствуете себя потерянным и растерянным, я единственный, кто может понять и облегчить боль, от которой вы страдаете. С моей точки зрения, пусть ваша душа обретет покой. Уверяю вас, что решение проблемы, с которой вы столкнулись, существует. Это в пределах вашей досягаемости. Позвольте мне внимательно выслушать то, что я хочу сказать. Наполните себя божественной мудростью, и каждый день я буду обращаться к вашему сердцу с моими обещаниями, которые являются ключом к тому, чтобы помочь вам преодолеть ваше отчаяние. Вам следует обращаться ко мне только со смиренными и искренними молитвами. Поделившись всем, что у вас на сердце, затем с решимостью примите свои мечты и желания. Я хочу предложить тебе всем. Доверьтесь мне, ибо я вечный пастырь, который даст вам руководство и изобилие. Вы не бедны. Удовлетворите свои потребности, и я наполню вашу жизнь бесконечной мудростью и благословениями. Чего ты ожидаешь от меня? Уверяю вас, что решения и рекомендации придут. Я осветлю тебе путь. Беритесь за сложное дело, которые кажутся вам не по силам. Всякий раз, когда облако смятения пересекает ваш путь, протяните руку и доверьтесь моему руководству. Чтобы не тяготило твою душу, пусть твое сердце радуется и душа твоя умиротворяется. Делайте все, что можете, и верьте, что я буду с любовью наблюдать и контролировать каждый аспект вашего путешествия. Моя любовь, сосредоточься на более важных вещах. Посвятите себя молитве за своих близких и будьте настойчивы в стремлении к их благополучию. Вы будете учиться под моим руководством, когда столкнетесь с испытаниями. Они растут в вере и верят, что мое сердце полно благословений для них и желания изменить свою жизнь. Представьте себе, что ваша семья мирно объединилась как ваш постоянный спутник. Молитесь и поститесь, потому что они важны, но сделайте еще один шаг вперед, общаясь с ними, выслушивая их проблемы и предлагая свое присутствие и понимание. Прояви мою любовь и заботу в своем поведении по отношению к ним. Пусть они увидят мое отражение в тебе по твоему примеру, и пусть узнают меня как своего Господа. Моя любовь к тебе бесконечна, и я с нетерпением жду возможности стать частью каждого испытания и победы на нашем совместном пути. Никакие трудности, печали и отчаяния не смогут сокрушить вас. Итак, перед вами откроется новая глава, полная перемен и успехов. Обещание, которого вы так долго ждали, будет исполнено, и с вашей верой настало время получить благословения, предназначенные для вас. Недаром вы сейчас слышите эти слова. Вы получите божественное откровение, послание с небес. Скоро вас одобрят. Вам может казаться, что выхода нет, вы одиноки, но все будет хорошо. Это твое приглашение, сын мой, это назначенное время, дочь моя. Все, что произошло, является частью моего плана. Возможно, вы упали в глубочайшую пропасть, но сейчас настало время подняться. Оставайся сильным и продолжай сиять. Вы можете хранить эти слова близко к сердцу и обращаться к ним всякий раз, когда будете на грани сдачи. В те минуты, когда ты в долгах и переживаешь, словно в туннеле без света, знай, что я с тобой. Мой дух будет следовать за тобой в твоих испытаниях.
Погрузитесь в мои учения, и у вас будет все необходимое для победы. Каким бы огромным ни казалось испытание, помни о моей силе, ты преодолеешь его. Никакое препятствие не находится вне моего контроля. Вы найдете во мне все, что вам нужно. Перестань беспокоиться, я заберу тебя оттуда, где ты есть, и я неуклонно проведу тебя по пути, который я приготовил. Не разочаровывайтесь в установленной мною справедливости, не позволяйте равнодушию прогнать вас. Вам не придется сталкиваться с этим в одиночку, я даю вам силы подняться, облегчить свое бремя и обновить свою веру. Ваши противники не разрушат ваши мечты. Я составил план, путь, цель, которой вы должны достичь. Даже посреди суматохи и испытаний я активен, перемещая хрупкие осколки ради вашей пользы. Даже если вы не видите перемен, вы знаете, что мои слова верны. Вы чувствуете, что великий прорыв близок, ваши благословения грядут. Пишите с благодарностью, славя Бога за Его чудеса в вашей жизни. Двери, которые кажутся закрытыми, открываются, руины лежат, корни растут во тьме, и появляется свет. Я обещаю тебе мудрость выплатить твой долг. Я открываю пути, я даю тебе мудрость, чтобы избежать той же проблемы. Избегайте падения, остерегайтесь слов врага. Перестаньте спотыкаться об одно и то же препятствие, я выровняю ваш покой, я подготовлю вам почву. Мои ангелы окружены божественным щитом, те, кто стремится к вашему уничтожению, будут разочарованы, те, кто ищет вашего поражения, не добьются успеха. Я рядом с тобой, как сильный страж, не бойся, ведь все пройдет. Помните, что я посеял в вас семя благословения, ваш урожай будет обильным. Раскройте свои руки и получите то, что я приготовил для вашего путешествия. Написано, что каждый из моих детей – частичка изобилия. Пути ваши отличны от пути мира, не сравнивайте себя с жителями этого земного царства. Ваша высшая награда – на небесах. В этом мире вы встретите зло и множество людей, которые по незнанию служат тьме. Не отчаивайтесь, присоединитесь к моему божественному плану, все предопределено и со временем откроется. Когда в моих писаниях будут предсказаны события, происходящие сейчас, многие впадут в депрессию и примут ложь, но вы должны оставаться чистыми, следовать моим путем, сопротивляться искушению отклониться от моего руководства. Даже когда мир пытается вас обмануть, ваша решимость должна возобладать. Имейте в виду, что эта территория находится под влиянием врага, но доверьтесь мне и отдайте свое сердце, и я защищу вас. Будь смелым, смелый мальчик, не сомневайся, девочка, благословение близко. Помните, что сомнения создают дистанцию между нами, но ваша решимость должна быть твердой. Укрепите свою веру, погрузитесь в мое учение, и все станет на свои места. Укрепи свою веру в меня во имя моего любимого Сына Иисуса. Я слышу твое больное сердце, я слышу крик твоей израненной и утомленной души. Я знаю ваши боли и печали, я знаю ваши мысли и желания, я знаю ваши печали и стресс каждой вашей проблемы. Я недалеко от твоей ситуации, сын мой, потому что я знаю о тебе все. Я хочу, чтобы вы знали, каждая слеза, которую она пролила, и каждая боль, которую она пережила, ощущается в моем сердце. В самые мрачные минуты я никогда не оставлял тебя одного. Я был рядом с тобой и поддерживал тебя своей любовью. Никогда не было момента,
когда бы я был вдали от Тебя. Даже в минуты поражения и противостояния моя любовь к Тебе вечна и безусловна. Резия, помни, что я всегда с Тобой. Я не брошу Тебя и не оставлю беспомощным даже в самые мрачные моменты. Открой мне, милая девочка, дорогой сын. Я чувствую каждый аспект Твоего существа, я праздную Твои победы. Но я знаю и Твою слабость, иногда Ты отделялся от меня и скитался напрасно. Я хочу заверить Тебя, что в эти минуты моя любовь будет стойкой, моя любовь останется неизменной и навсегда, сколько бы раз Ты меня не уходил или не разочаровывал. Я всегда здесь, терпеливо жду Твоего возвращения. Мое прощение не знает границ, и когда Ты приблизишься ко мне, когда Ты придешь на мое учение, Ты обретешь покой и радость в моих объятиях. Приди в мои объятия, дорогой сын, погрузись в мое любящее присутствие, дорогая дочь, пусть шрамы в твоем сердце заживут. Принеси мне свои бремена и печали, я понесу их во имя Твое. Моя сила может превратить Твои печали в силу, а Твои печали в надежду. Теперь поверь мне, отдай мне все это. Я смею Тебя избавить меня от боли и разрушения и позволить свету моего существа рассеять тени в Твоей жизни. Не медлите, ведь посреди бури. Я Твое убежище в суматохе, Твой покой в одиночестве, Твоя связь в боли и утешении. Помни, что моя любовь окружает тебя, преодолевая все препятствия на Твоем пути. Помолимся теперь, о великий Господь, Создатель Вселенной и Источник всей жизни. В это время мы смиряемся перед Тобой и признаем величие Твоей божественной силы. Ты держишь небо и землю своим словом, и мы наполнены любовью и мудростью в Тебе. В своей бесконечной силе Ты создал все, от мельчайшей песчинки до необъятности Вселенной. Ваш труд виден в каждом луче солнца, согревающем землю, в каждой капле дождя, питающей жизнь, и в каждом дуновении ветра, волнующего море. Мы о Твоих чудесах в Твоем творении, раскрывающих Твое величие и славу, Боже. Мы понимаем, что Ваши силы знают свои пределы, Вы можете достичь невозможного и превратить то, что заканчивается, в новое начало. Твоя сила – наша крепость, Твоя любовь – наша надежда, Твое милосердие – наше спасение. Когда мы сталкиваемся с жизненными трудностями, мы полагаемся на то, что Вы будете направлять и защищать нас. Во времена боли и страданий мы находим утешение в Твоем присутствии, потому что знаем, что Ты – Бог, исцеляющий раны и залечивающий разбитые сердца. Во времена неопределенности мы доверяем Вам, потому что знаем, что Вы – крепкая скала, на которую мы можем рассчитывать. Господь, пусть Твоя сила обильно проявится в нашей жизни, чтобы мы могли быть инструментами Твоего мира и любви в этом беспокойном мире. Позвольте нам увидеть Вашу преобразующую силу, которая несет свет во тьму и надежду в безнадежное. Пусть каждое наше слово, все, что мы делаем, будет наполнено Твоей божественной силой творить Твою волю и прославлять Твое имя. Господь, укрепи нас своей силой, чтобы мы могли преодолеть трудности и препятствия, встающие на нашем пути. Давайте осознавать и праздновать Твою божественную силу в каждый момент нашей жизни, зная, что у нас есть истинный источник жизни и надежды в Тебе. Небесный Отец управляет царствами небесными и земными своей верховной властью. Ничто не ускользнет от Вашего поля зрения, и ничто не ускользнет от Вашей могучей руки. Ты – Господь времени и вечности, и мы находим в Тебе безопасное прибежище.
Господь, позволь нам глубже погрузиться в понимание Твоей божественной силы и позволить ей изменить нашу жизнь и сердце. Мы заботимся о каждой детали вашей работы, от звезд, усеивающих небо, до нежных волокон травы, покрывающих землю. Господь, укрепи нас своей силой, чтобы мы могли смело и с верой противостоять жизненным испытаниям. Дай нам терпение продолжать идти вперед, несмотря на окружающие нас бури. Мы полностью доверяем Твоей силе, которая поддержит и направит нас, зная, что мы получим истинную силу. Господи, да проявится сила Твоя в знамениях и чудесах, чтобы мир увидел и поверил. Пусть в ответ на наши молитвы произойдут чудеса, свидетельствующие Богу о Вашем преображении и восстановлении силы, мощи и славы. Пусть наша жизнь будет песней хвалы Твоему имени, пусть каждый вздох будет данью Твоему величию. Давайте отражать Ваш свет и любовь во всем, что мы делаем, принося надежду и спасение затерянному миру. Да придет Царство Твое, и да будет воля Твоя здесь, как на небесах. Дайте нам возможность стать инструментами Вашего плана спасения и проповедовать Евангелие спасения всем народам. А Господь всей силы и бесконечной благодати, в Твоем святом присутствии мы помещаемся в этот момент общения с Тобой. Мы понимаем, что Вы Творец всего, Хранитель Вселенной и Хозяин нашей жизни. В Твоей божественной силе мы находим прибежище и надежду, потому что знаем, что Ты можешь сделать все невозможное, о чем мы только можем подумать. А Боже, не только в величии творения, но и в самых сокровенных деталях нашего существа. Чувствовать присутствие и заботу Твоей доброты в каждом дыхании жизни, в каждом ударе сердца. Господь, дай нам мудрости понять Твою силу в нашей жизни, чтобы мы могли быть свидетелями Твоих чудес не только в больших делах, но и в маленьких благословениях жизни. Пусть наши глаза будут открыты, чтобы видеть Твою руку во всем, и пусть наше сердце наполнится Твоей верностью. Пусть Бог благословит вас обильно и обеспечит хорошее будущее вашим детям и внукам. Произнесите эту молитву с убежденностью. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты создал меня, за то, что любишь меня безоговорочно, и за то, что позволил Иисусу умереть за мои грехи, чтобы я мог быть прощен. Я готов получить любовь, восстановление и процветание сегодня. Сегодня Бог благословляет меня и мою семью обильными любящими и поддерживающими отношениями. Я верю, что мое финансовое учреждение будет продолжать расти благодаря средствам, превосходящим мои мечты. По милости Божьей я пожертвую $10 миллионов на этой неделе. Я благодарен за Вашу милость, за милосердие и добро. Ваша огромная любовь наполняет мою жизнь. С Божьей помощью я соберу $1 миллион к концу 2024 года. Ранний ребенок, готовьтесь, потому что на вас настало время расширения. Которое затрагивает все аспекты Твоей жизни. Необычайные благословения и чудеса проявятся во всех сферах вашей жизни, включая финансы, психическое здоровье, физическое благополучие и духовную связь. Помните, я создал все во Вселенной, включая знаменитых людей, звезды, океаны, горы и Солнечную систему. Все, что вы ищете в выздоровлении и избавлении от зависимости, деньги и хорошее здоровье уже в пределах моей досягаемости. Доверьтесь мне полностью, потому что, когда вы верите, то, что кажется невозможным, может стать реальностью. Вы будете восстановлены, и Бог увеличит ваш бюджет.
С Божьей помощью вы испытаете лучшее в своей жизни. Я предлагаю вам способ добиться успеха, даже когда ваш противник пытается вас остановить. У меня есть отличное видение вашей жизни, и вы должны со мной согласиться. Я прогнозирую, что в 2024 году вас ждет большой финансовый успех. Финансовые заботы больше не будут для вас проблемой. Это по-прежнему будет хороший год для денег. Не ваше собственное принесет вам неожиданное богатство, но это Божья благодать принести вам чудесные блага к концу этой недели. Восстановление также доступно для вас и ваших близких в 2024 году. Я подарю вам революционные перемены, награды и чудеса. Благословение моей безграничной любви к тебе, чтобы ты улыбался шире и достигал финансового успеха. Помните, что я предлагаю акции и скидки. Ничто не может отнять, помешать или разрушить то, что я обещал тебе. Когда вы чувствуете, что успехи, победы и достижения льются на вас дождем, подготовьтесь к этому. Вы являетесь примером безграничных возможностей и чудес, меняющих жизнь, которые Бог добавит к вашим интересам на этой неделе. Я помогу вам поправиться, укрепить ваши отношения и вернуть деньги. Вы и ваши близкие получите хорошие условия жизни. Когда вы отдадите себя Богу, Он может облегчить любую боль, которую вы переживаете, и превратить ваше поражение в победу. В 2024 году дам финансовый прогноз. Вы можете получить много преимуществ. Важно, чтобы ты, моя дорогая, в конце месяца поняла, что к тебе придет любовь, деньги и отменное здоровье. Вы будете полностью удовлетворены этими преимуществами. Вступая в период чудес, добейтесь ряда значительных побед и прорывов. Бог обещает, что до конца недели у вас будет изобильная, здоровая, радостная и благословенная жизнь. Он благословит вас и ваших близких, обнаружит недостатки вашего образа жизни и облегчит вашу боль. Помолимся вместе. Боже, сотворивший небо и землю, нам действительно повезло оказаться среди этих ваших замечательных творений. Когда мы видим ночное небо, закат, море, реки и все остальное, мы наполняемся благодарностью. Ваши растения, ваши деревья, земля, горы, долины, солнце и луна – великолепные творения, достойные всей славы. Эта неделя может принести денежные средства и плодотворные инвестиции. Поразитесь здоровью и успеху, которые ждут вас в этом месяце. Будьте готовы к обильным благословениям, таким как финансовая выгода, возобновление отношений и улучшение здоровья. Бог обещает чудеса и благословения в этом сезоне. Будьте готовы к следующим 3 дням чудесных знамений и прорывов, которые изменят вашу жизнь. Бог постоянно любит вас и хочет дать вам благословение, радость и изобилие. Когда ваша жизнь принимает положительный оборот, на горизонте появляются благополучие и достижения. В ваших руках множество благословений, включая финансовую стабильность, любовь, здоровье и работу. Любовь и изобилие наполнят вашу жизнь, поскольку Бог изменит ваши нынешние обстоятельства во что-то лучшее. Вас ожидает необыкновенная радость, которая устранит всякое отчаяние. Пусть Бог благословит вас и ваших близких любовью и благословениями, которые сделают жизнь более счастливой и полноценной. Ближайшие дни могут принести чудесные сюрпризы и значительные преимущества, которые положительно повлияют на вашу жизнь.
Искупление и вечная благодать доступны, если вы верите во Христа. Проявление веры творит чудеса. Доверьтесь Божьему плану, поскольку Он приведет вас к будущему, полному неограниченных благ. Верьте в Божью любовь и благословение, поскольку они принесут вам бесконечное счастье и успех. Когда вы открываете свое сердце для получения благословений, приготовьтесь получить обильную благодать. Примирение, исцеление и восстановление – это дары Божии. Утешайтесь знанием того, что Бог всегда с вами и неустанно работает, чтобы защитить вас. У вас есть сила успокоить тревогу и превратить сложные ситуации в возможности для роста. Пусть вера освещает ваш путь, и пусть другие верят в чудеса. Чудеса и благословения исходят от Бога, который обещает давать вам постоянные благословения и чудеса. Пусть вы получите обильные благословения и любовь. Испытайте радикальную трансформацию печали в радость, когда Бог выведет вас на более высокий уровень жизни. Молитесь о чем угодно, и Бог даст вам необходимую помощь, исцеление и ресурсы. Ваше будущее светлое и многообещающее для отношений, карьеры и жизни. У Бога есть сила изменить ваши обстоятельства, исправить разбитость и открыть двери. Доверьтесь Божьей благодати и ожидайте превзойти свои ожидания. Наступающий год принесет вам мир, счастье, здоровье и финансовый успех. Будьте готовы к невероятным прорывам и неожиданным откровениям от Бога и ваших ангелов-хранителей. Ваши близкие в безопасности, а все ваши счета оплачены вовремя. Впереди экономическое чудо, где добро торжествует над злом и добром, даже среди страданий и потерь. Эта неделя обещает удивительные чудеса, которые принесут изобильную жизнь и мир, который обещал Иисус, когда Он был на земле. С помощью Иисуса Божий мир и изобилие гарантированы. Думайте о Боге как о любящем пастыре, который заботится о каждой вашей нужде. Его бесконечная любовь и милосердие всегда с вами, и в Его присутствии вы обретете вечную обитель. Как Бог изобилия, Он благословит вас сверх ваших ожиданий, а неожиданные источники принесут вам финансовые благословения к концу месяца. Убедитесь, что Он сможет удовлетворить все ваши материальные потребности, а также удивит вас чудесными благословениями. Ваше финансовое состояние улучшится, а здоровье улучшится. Здоровье, отношения и финансы улучшатся, и у вас появится возможность выбирать их. Веруя и будучи верными, вы увидите тройное благословение. Пусть Божье благословение облегчит вашу печаль и благословит вас и ваших близких. Для Бога, Целителя и Избавителя нет ничего невозможного. Вас ждут значительное исцеление, очищение и облегчение долгов. Бог выведет вас из боли, борьбы и нужды к исцелению, процветанию и изобилию. Он с нетерпением ждет ваших объятий и готов участвовать в вашей жизни и вести вас к радости, миру и жизненной силе. Доверьтесь Его невероятному миру, зная, что Он способен достичь того, чего вы не можете физически, умственно и духовно. Вы никогда не одиноки, Бог никогда не оставит и не покинет тебя. Следуйте Его обещаниям, никогда не теряйте веры, потому что, как дитя Божье, у вас есть сила преодолеть все препятствия. Ваши финансовые, романтические, физические и профессиональные цели будут достигнуты, когда Бог принесет в вашу жизнь любовь и счастье.
Ваша жизнь кардинально изменится, ознаменовав период настоящего процветания и возможностей. Божьи обещания превосходят ваше воображение, и, открывая себя для получения Его чудес, приготовьтесь к излиянию любви, восстановления и изобилия. Соедините свои молитвы с Его обещаниями, верьте в необычайное исцеление для вас и ваших близких. Давайте вместе помолимся о здоровье, счастье и чудесах, которые появятся в свое время. Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты видишь мои недостатки и любишь меня безоговорочно. Я прошу прощения, если пытаюсь любить других одинаково. Помоги мне увидеть желания упрямых людей в моем образе жизни и направь меня к удовлетворению этих потребностей с Твоего одобрения. Вы собираетесь получить огромный денежный поток, который навсегда изменит вашу жизнь. Подобно текущей воде, деньги свободно потекут в вашу жизнь, и этой же ночью я смогу ответить вам на свои молитвы. Все, что тебя волнует, тает, потому что это потрясающе. Во имя Иисуса я молюсь, чтобы вы открыли свое сердце, чтобы принять Его. Возлюбленные, вы собираетесь отправиться в беспрецедентное путешествие свободы, процветания и радости. Я встречу тебя в изобилии. Единственный способ взять под контроль свои деньги, здоровье и успех – посмотреть это видео. Приготовьтесь удивиться изобилию, которое наполняет вашу жизнь. К концу месяца вас ждет неограниченное богатство, хорошее здоровье и успех. Чудеса, благо и великие преобразования – это первое, что я посылаю вам. Когда я внезапно изменю вашу жизнь, ваша работа, доход, здоровье и отношения чудесным образом изменятся к лучшему. Доверьтесь мне, и я направлю вас, облегчу вашу боль и улучшу ваше финансовое положение. Бог также обещает вечное счастье драгоценным детям. Если вы устали чувствовать грусть, потерянность и безнадежность, обратитесь к Нему. Он заботится о вас и хочет благословить вас. Я молюсь, чтобы наступающий 2024 год принес наилучшее здоровье, богатство и счастье вам и вашим близким. Еще до начала этой недели вы будете приятно удивлены скоростью и эффективностью вашего лечения. О ваших медицинских потребностях и любых непогашенных долгах можно позаботиться. Для меня нет ничего невозможного, потому что я обладаю силой творить чудеса. Когда вы полностью подчинитесь правлению Его силы, Бог даст вам и вашей семье жизнь с избытком. Моя цель сегодня – подарить вам столько счастья, чтобы ваше сердце разрывалось от смеха. Я знаю, насколько трудной может быть жизнь, но обещаю тебе, что к концу этой недели ты почувствуешь себя намного лучше. Вы вылечитесь от болезней и расплатитесь с долгами. Поверьте мне, и я найду способ, даже если это кажется невозможным. Будьте уверены, что я всегда буду рядом с вами, когда вы вступите в этот сезон изобилия природы и бесконечной любви. Я могу укрепить ваше слабое место, исцелить больных и восстановить любовь и мир, которые ускользают от вас. Всегда не забывайте благодарить меня за все, что вы получили. Проходя через этот период изобилия, помните, что, возможно, вы не продвигаетесь вперед так, как вступили в март. Вас будет ждать более сильный, более благословенный, более уверенный в себе, более здоровый и спокойный. Пусть Бог ответит на ваши горячие молитвы даже в трудные времена. Бог говорит, что вы тоже можете быть в безопасности благодаря призыву Бога Иакова.
Мы вступаем в 2024 год, и пришло время исцелиться. Богатые рекламные акции и награды принесут вам финансовое процветание и откроют двери к возможностям, которые изменят вашу жизнь. Бедность, отчаяние и болезни поразили вас, но я освобожу вас из их когтей. Слезы падают, превращаются в радость, слезы. Боль, которую вы терпите, исцелится сама собой, а препятствия, с которыми вы столкнетесь, приведут вас к великим наградам. В марте и апреле много хорошего и возможностей. У меня есть сила предложить вам и вашим близким все, что вы пожелаете, будь то достойная работа, дополнительные деньги, машина вашей мечты или настоящая любовь. На этой неделе вы можете ожидать значительного прогресса в своем здоровье, карьере, бизнесе, отношениях и финансах. Я думаю, вы вступаете в эпоху великого процветания и бесконечной любви. Вы живете в то время, когда чудеса и благо у вас под рукой. Желаю вам новой недели, полной радости, прекрасных моментов, замечательных людей, благ и далеко идущего положительного влияния. Утром первым делом проверьте свой телефон, потому что вы услышите неожиданные новости. Вы можете ожидать изобилия благословений, привязанности и любви, которые удивят вас, а не причинят вам страдания и неприятности. Дай Бог вам здоровья, радости и мира во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас с вами ничего не может пойти не так, включая ваше здоровье, график, финансы или близких. Ваше сердце наполнится огромной радостью, на вас изольются любовь, богатство и физическое здоровье. Произойдут удивительные и беспрецедентные изменения в вашей работе, финансах, здоровье и отношениях. Когда богатство свободно и непрерывно вливается в вашу жизнь, вы наслаждаетесь жизнью в изобилии. Высшая сила превращает вашу неудачу в победу. Вы не одиноки. Бог говорит, что Он никогда не оставит твоего гостя. Он будет сражаться за вас и принесет вам победу, независимо от ситуации. Его радость и удовлетворение полностью наполнят вашу жизнь. Чтобы оправиться от него, требуется некоторое время. Я могу вернуть вам то, что сатана украл у вас, и ваша жизнь наполнится большим количеством благословений, чем когда-либо прежде. Вот что я тщательно продумал для вас. Это может быть свадьба вашей мечты, самое важное достижение в вашей жизни или что-то среднее между ними. По словам Иисуса, всякий, кто слушает мои учения и повинуется им, так же мудр, как человек, строящий дом на прочном фундаменте. Я свет миру, если ты последуешь за мной, тебе не придется идти во тьме, ибо я дам тебе свет жизни. Будьте готовы, потому что Бог рядом, чтобы остановить все злые влияния и направить ваш путь к разрушению. Утешительные слова «Бог со мной» могут стать камнем в вашей жизни и обеспечить любовь и поддержку, когда вы в этом нуждаетесь больше всего, скажем, в наши дни. Дорогие мои дети, вы очень родные и родные. Господи, я никогда не оставлю тебя. Поверьте тому, что я говорю о себе, и вы увидите невероятные изменения в своей жизни. У меня есть сила облегчить ваши страдания и благословить вас и ваших близких. Я одинокий врач, преимущества, которые я приготовил для вас, превосходят ваше воображение. Если вы ищете неожиданный сюрприз, я могу открыть для вас двери возможностей. Ты можешь получить от меня силу и энергию, потому что я могу оживить твое тело.
Дар мира, который вы никогда полностью не поймете, это самое важное, что я могу вам предложить. Я твой Бог, и я с тобой каждое мгновение твоей жизни. Каждый аспект существования был очень важен для меня с тех пор, как ты родился. Помните, что я здесь, чтобы направлять, помогать и защищать вас, когда вы приближаетесь ко мне. Я решу вашу проблему. Когда ты найдешь меня, я найду тебя. Поверьте мне, и я поведу вас по правильному пути. Возможно, я смогу справиться с чем угодно, каким бы большим и трудным оно ни было. Рядом со мной у тебя есть сила терпеть, смелость преодолевать трудные ситуации и вера, чтобы видеть чудеса. Дайте мне свои проблемы, и я их решу. Молитва может принести вам мир, потому что это мощный инструмент, который может изменить ваши обстоятельства в соответствии с моими намерениями. Где бы ты ни была в мире, любовь моя, это никогда не отнимет мою любовь к тебе. Моя любовь к тебе останется прежней, независимо от того, что ждет тебя в будущем, как ты себя чувствуешь сейчас или что готовит для тебя снаружи. Как Бог чудес, я превращу твою печаль в радость, а твое отчаяние в страсть. Наберись терпения, моя дорогая, ведь в твоей жизни вот-вот произойдет что-то удивительное. Через молитву я войду в вашу жизнь и буду работать для вас. Огромное спасибо, что вырастили меня. Все мое поклонение обращено только к тебе, дорогой Отец. Я пришел к вам сегодня, чтобы попросить вашей помощи. Ослабьте давление, которое жизнь оказала на мое обеспокоенное сердце. Я молюсь, чтобы кровь Иисуса, исцелившая меня, заменила миром все раздоры и негатив в моем правительственном центре. Господь, я благодарю Тебя за этот день и за все, что Ты сделал в моей жизни. Спасибо за заботу о моей семье. Я доверяю Тебе и контролирую Тебя всю свою жизнь. А Отец, укрепи нас своей неукротимой силой, чтобы мы могли облачиться в духовные доспехи и быть готовыми встретить жизненную битву с мужеством и непоколебимой верой. Не позволяй нам управляться страхом и беспокойством, но полностью доверься Твоей силе, которая поддержит и направит нас. Пусть наша жизнь станет живыми свидетелями Вашей преобразующей силы, а мы будем каналами Вашей благодати и любви. Дай нам возможность быть инструментами мира и примирения в этом беспокойном мире и показать миру спасительную силу Твоей любви, всемогущий Бог. Пусть вся земля наполнится славой Твоей, и все народы поклонятся Тебе и восхвалят Тебя. Да придет царство Твое, и да будет воля Твоя здесь, как на небесах. Да будем мы жить по Твоим заповедям, чтобы принести славу и честь Твоему имени. Мы смиряемся пред святым Твоим присутствием, Господи, сознавая свою зависимость от Твоей силы и благодати. Пусть наша жизнь будет отражением Вашей любви и силы сейчас и навсегда, во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, что присоединились к нам в этом духовном путешествии медитации и связи. Если наши слова тронули вас, поддержите наш канал, поскольку мы продолжаем нести свет и надежду. Подпишитесь на наш канал, чтобы получить больше вдохновения и поддержки. Если эта молитва находит отклик в вашем сердце, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео с теми, кто нуждается в утешении. Не сдавайтесь, нажмите здесь, чтобы посмотреть следующее видео, которое мы выбрали специально для вас.
Спасибо за то, что вы являетесь частью этого сообщества любви и веры. Вместе мы можем изменить ситуацию. В следующий раз. Мир вам всегда.